Милые женщины, сегодня передача для вас. Какая женщина не хочет быть красивой? С нашим бытом нам достается это все труднее и труднее. Сегодня мы расскажем о работе косметологического центра «Марина». Я попрошу рассказать директора этого центра Онищенко Марину Анатольевну. Скажите, пожалуйста, услуг сегодня вы предлагаете женщинам? Здравствуйте, дорогие женщины! Я также от своего имени и от имени своих сотрудников хочу поздравить вас с наступающим праздником, пожелать вам всего самого хорошего, быть всегда красивыми и долго не стареющими. Что я хочу рассказать о своем центре. Центр наш работает сравнительно недавно, с июля месяца прошлого года, и предлагает разнообразные услуги. Прежде всего, мы предлагаем косметологические услуги. Сюда входят чистка, различные массажи, несколько видов, как массажи лица, так и массажи шеи и головы, как ручной массаж, так и массаж жидким азотом. Дерсонвализация УФО. И у нас имеется очень большой выбор масок. Затем мы можем предложить вам очень совершенно новый практический вид услуг по своему исполнению, это маникюр и педикюр. Сам этот вид услуг не новый, но его исполнение для нашего города необычно. Значит, технологию этого маникюра и педикюра я привезла из ФРГ, обучила своих сотрудников, и мы работаем сейчас по этой технологии. Он носит совершенно антиспидный характер, бескровная процедура это у нас, и выполняется на импортной аппаратуре. Затем у нас есть специалисты по экстрасенсорике. Специалисты эти очень грамотные у нас, имеют несколько специализаций в различных городах нашего Советского Союза, имеют очень много отзывов и пользуются успехом у наших пациентов. Также у нас в центре работают 3 массажиста высококвалифицированных, и несколько часов в неделю принимает врач-дерматолог Ландарь Анна Викторовна, которая дает советы, выписывает рецепты, и мы работаем также под ее руководством, согласно ее требованиям. Марина, для наших женщин 1-2 рецепта в домашних условиях. Значит, я хочу посоветовать две такие рекомендации хочу дать. Очень простые в исполнении, очень доступны, и после них замечательный эффект. Такое, как первый, например, такой рецепт, это аппликации для рук из кофейной гущи. То есть после того, как вы отвариваете кофе, вы не выбрасываете кофейную гущу, а накладываете на руки, на кисти рук. После этого, после того, как вы продержали ее 10-15 минут, смываете теплой водой эту массу и накладываете обыкновенный крем, имеющийся у вас. Если такого не имеется, значит вы используете самый обыкновенный смалец. Тонким слоем нанесли на руки, через 10 минут руки промокнули, в зависимости от желания, то ли мокрая салфетка, то ли сухой, лишь бы не было дискомфорта. И еще один рецепт, очень доступный и очень эффективный. Это нужно взять воск. Если нет воска, можно взять обыкновенную стеариновую свечу, сантиметра 2-3, растопить ее на паровой баньке, добавить туда 1 чайную ложку подсолнечного масла и несколько капель нашатырного спирта. Когда все это растопится, на совершенно сухое лицо предварительно нанести на нижние веки немного питательного крема, или опять же можно использовать смалец. Затем ватным тампоном или кисточкой вот эту вот массу, которую вы сняли с свечки растопившуюся, нанести на лицо. Через 15-20 минут все это нужно счистить. Если у кого-нибудь есть шпатель, это прекрасно, если нет, значит обыкновенные ручкой от ложечки, чайной там, или столовой, что-нибудь такое, чтобы можно было не пораниться. И после этого также нанести какой-нибудь крем вот на лицо и припудрить лицо, пожалуйста, будет замечательный эффект. Спасибо, я думаю, воспользуемся вашими советами. И ваши планы на будущее? Планы у нас очень большие на будущее. Значит, в конце этого месяца я собираюсь по приглашению в ФРГ, в высшую специализированную школу косметологии Фрау Циммерман. Там запланировано посещение выставки «Красота-91» и «Русская неделя», где мы будем демонстрировать наши советские, то есть русские на данный момент массажи.